6 марта средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,57 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,9140 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,5798 до 11,80 сомони, 1 российский рубль от 0,1445 до 0,1475 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются. Инвесторы обратили внимание на прогнозы ВВП Китая на текущий год, которые оказались слабее ожиданий. Цена на нефть марки Brent составила $85.11 за баррель, марки ВТИ $78.97 за баррель. Цена на золото в понедельник утром растет и составляет $1859,9 за тройскую унцию. Ослабление американской валюты поддерживает котировки драгоценного металла. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС на этой неделе. Китай и Таджикистан укрепляют и углубляют экономическое сотрудничество на основе равенства и взаимной выгоды. Об этом подчеркнул сегодня посол Китая в Таджикистане Цзи Шумин на круглом столе, посвященном 30-летию подписания совместной декларации «Основные принципы китайско-таджикских отношений». Мероприятие прошло в понедельник в Центре дружбы и сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества в Таджикистане. Китайский дипломат отметил, что документ, который был подписан в марте 1993 года, является эпохальным и играет основополагающую и руководящую роль для устойчивого, здорового и стабильного развития китайско-таджикских отношений. На сегодня Китай является одним из важнейших торговых партнеров Таджикистана. Согласно статистике таможни Китая, товарооборот между странами в прошлом году достиг примерно $2,6 миллиардов и вырос примерно на 40% по сравнению с годом ранее. Кроме того, Китай является крупнейшим источником иностранных инвестиций в Таджикистан. С января по сентябрь 2022 года китайские инвестиции составили почти 40% от общего объема иностранных инвестиций, введенных в Таджикистан. Китайский дипломат также затронул гуманитарное сотрудничество и отметил интерес граждан Таджикистана к китайскому языку. Более половины от общего объема экспорта текстильных материалов в Таджикистане приходится на сырьевой хлопок. При этом сумма экспорта текстильных материалов и изделий из них за январь 2023 года снизилась на 35,4%. Статданные об экспорте этой продукции свидетельствуют о том, что 55,3% из указанной суммы приходится на продажу за рубеж сырьевого хлопкового волокна. По данным источника, за январь этого года сумма экспорта текстильных материалов и изделий из них составила $17 996 000, что на 35,4% меньше показателя аналогичного периода 2022 года. $9 958,3 000 из указанной суммы составляет выручка от продажи хлопкового волокна при снижении 54,7%. В то же время сумма импорта текстильных материалов и изделий из них за этот период составила более $8,2 миллионов. Однако импорт готовой текстильной продукции осуществляется с высокой добавленной стоимостью. Делегация Таджикистана посетила в Австрии компанию, которая участвует в строительстве Рагунской гидроэлектростанции. Как сообщает Департамент информации МИД Республики Таджикистан, таджикская делегация под руководством заместителя главы МИД Республики Шарафа Шерелезода находилась в Австрии для участия в заседании Таджикско-австрийского межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. В рамках визита делегация посетила штаб-квартиру австрийской энергетической компании Voith Hydro, которая ведет активную деятельность по строительству крупных гидроэнергетических объектов в Таджикистане, в том числе Рагунской ГЭС. В ходе визита делегация ознакомилась с богатым опытом компании Voith Hydro, которая является производителем современного оборудования и технологий в сферах энергетики, транспорта, переработки бумаги и сырья.